С 27 по 28 июня в городе Якутске состоялась международная конференция «Города и люди. Гражданские инициативы. Формула взаимного доверия». На мероприятии собралось, не считая жителей Якутии, свыше 60 российских и зарубежных участников. Среди них чрезвычайный и полномочный посол Доминиканской республики в России господин Хорхе Луис Переса Альварадо, генеральный директор Восточно-Западной медицинской клиники Кенхи Северной Кореи господин Джон Ксенг и генеральный консул США во Владивостоке господин Эрик Холм Олсен. Честно говоря, это первый раз в России для меня. Я работал в Болгарии. Я очень очарован, очень впечатлен, особенно где я живу в Владивостоке и в регионе Дальнем Востоке. Я очень рад, что есть возможность встретиться с людьми и работать в этот цель. Я был в Чукотке, я был в Сахалине, и сейчас я очень рад, что я здесь, в Якутии, но это огромный дистрикт. Далее прозвучал неожиданный, но весьма актуальный вопрос от Романа Пестерева из популярно-молодежного патриотического портала Якутии taunya1.ru. Как вы прокомментируете факты прямого вмешательства со стороны США во внутренние дела Украины, визиты высокопоставленных чиновников в Киев, работа консультантов из спецслужб США с СБУ Украины, участие наемников из числа частных военных компаний в карательных операциях и прочее? Почему Вашингтон вмешивается в право жителей юго-восточных регионов Украины на самоопределение и защиту своих прав и свобод? Повторюсь, то, что мы сегодня обсуждаем гармоничное и открытое сотрудничество. Как вы видите перспективы развития и пути возможной нормализации российско-американских отношений в условиях санкционного давления? Я знаю, что сейчас, что касается двусторонних отношений между Россией и США, есть напряженности, есть трудности, но мы верим, я верю в народную дипломатию, поэтому я здесь. Эти личные контакты, эти связи между народами очень важны. И я надеюсь, что через такие связи мы можем решить разнообразие и разногласия или такие трудности. Но наша позиция ясна, что мы считаем, что действия России в Крым является нарушением территориальной целостности Украины. Неужели Госдепартамент США до сих пор не понимает то, что народ Крыма самостоятельно и по доброй воле на основании легитимного законного референдума принял решение о присоединении к России?